Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. С 11 по 12 декабря в Якутске пройдет ежегодный форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию». В этом году он приурочен к 70-летию со дня рождения выдающегося политического деятеля Якутии Егора Борисова. Это масштабный проект, который является научной и соревновательной площадкой для школьников и студентов. О проведении форума нынешнего года мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Анастасия Толстоухова, заместитель директора Института развития профессионального образования, кандидат педагогических наук. Анастасия Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Форум «Шаг в будущую профессию» – федеральный проект. Когда республика к нему подключилась, вообще какова история этого проекта? Здесь, наверное, надо уточниться, что мы, скорее всего, мы присоединились к федеральному проекту «Шаг в будущее». Да, значит, в 2007 году Министерство профессионального образования и науки Республики Саха-Якутия открыл для наших студентов колледжа и техникум вот такую соревновательную площадку, такую как «Шаг в будущую профессию». И в 2007 году, когда он только начинал работать, там была научно-практическая конференция, состояла из 11 секций, и было участников 302 человека. На сегодня, значит, сегодня 2024 год, в 2023 году он уже называется «Форум». В этом форуме участвуют, значит, с интернет-олимпиадой свыше 5000 человек. Студентов, взрослого населения, дошкольников и школьников. Да? То есть мы немножко растем, мы преобразуемся. И если в 2007 году после научно-практической конференции, в следующем году, в 2008, добавилась выставка инженерного творчества обучающихся, то в этом году у нас где-то 8 соревновательных площадок. Анастасия Викторовна, то, что вы немножко меняетесь, вы, конечно, поскромничали за 17 лет с 300 участников до 5000, это, конечно, внушительные показатели. Если говорить в целом, как за 17 лет поменялся форум? В первую очередь мы с 2017 года стали называться форумом. Форум научной молодежи называется «Шаг в будущую профессию». И с определенного времени мы посещаем данный форум нашим знаменитым большим общественным деятелям, политическим деятелям. В прошлом году мы отмечали юбилей Вячеслава Анатольевича Штырова. В этом году посвятили Егору Афанасьевичу Борисову. И, соответственно, вот у нас есть интернет-олимпиада, которая уже с 1 ноября по 30 ноября уже работает, и уже фактически более 2000 участников данного интернета со всей республики. И мы в этом году уже перешагнули тот рубеж количества участников, который был в прошлом году. Вот давайте про участников и поговорим. Какое число участников и экспертов планируется в этом году, и как год от года меняется их число? Допустим, в сравнении с прошлым форумом. Так, значит, научно-практическая конференция, которую посещает Егор Афанасьевич Борисов в этом году, мы сегодня проводим, на сегодня свыше 300 работ уже поступило. На сегодня экспертов у нас по научно-практической конференции где-то 90 человек. Да? Это наши выдающиеся ученые со всей республики. Большинство у нас это представители Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова и наших научно-исследовательских институтов. Они у нас постоянные, очень активные, ежегодные. И, соответственно, они будут на сегодня экспертизировать работы наших конкурсантов. Анастасия Викторовна, мне знаете, что стало интересно? Вы сами сказали, что вы посвящаете форум год от года различным политическим деятелям. А как-то тематика форума к этому привязана? Допустим, Егор Афанасьевич же очень родил за сельское хозяйство, Вячеслав Анатольевич, наоборот, за промышленность. Есть какая-то тенденция, что и работы, посвященные вот этим направлениям, они как-то год от года привязываются к тем, кому посвящено? Мы пытаемся, да, например, фестиваль молодых модельеров в этом году у нас называется «Цветочная феерия». Так, еще фестиваль молодых модельеров. Да, то есть, значит, у нас есть 8 площадок. В первую очередь это научно-практическая конференция. С 2017 года у нас появился марафон бизнес-идей. Да? Он уже у нас 7-й год идет. Дальше у нас есть выставка инженерных проектов. У нас с 2023 года работает конкурс по бережливому производству, называется «Лидер бережливости». Вот если говорить еще о других мероприятиях и конкурсах, которые пройдут в этом году, что ожидает участников, гостей и экспертов?
В этом году у нас есть такая маленькая задумка, надеюсь, она у нас получится. В первую очередь это касается нашей научной молодежи педагогического состава. Да? То есть мы хотим в этом году, наверное, слышали по поводу профессионалитета, в этом году мы хотим связать это с деятельностью Егора Афанасьевича, и именно по кластеру сельского хозяйства хотим открыть такой площадку, как называемый научный нетворкинг. И на этой площадке хотим обсудить, какой вклад в науку может внести кластер сельского хозяйства. Анастасия Викторовна, вот вы сказали, порядка 90 экспертов планируется в этом году, которые будут рецензировать научные работы. Кто эти эксперты? Ну, у нас незаменимым председателем экспертной комиссии является Матвеев Андрей Иннокентьевич. Да? И всех не будем называть, потому что мы их приглашаем в этом году тоже принять активное участие. Мы с ними уже работаем. И каждый год на открытии мы их представляем прямо по имени. Ну, там, в общем, видные научные деятели, насколько я понимаю. Если говорить об участниках, я так понимаю, что конференция, она и для школьников, и для студентов. Направление работы у них у всех разные, правильно? Они между собой не соревнуются. Здесь в этом году мы поменяли фактически наименование секций, принцип подхода к направлениям. То есть получается, если мы притягивались до прошлого года к секциям научно-практической конференции «Шаг в будущее», да, Москва, то в этом году мы взяли и поменяли по направлению, чтобы это было ближе к профессиям и специальностям. То есть по тому перечню профессий и специальностей. И это мы сделали для того, чтобы к нам на форум еще больше пришло наших студентов со своими дипломными курсовыми проектами. Ну, насколько я понимаю, по итогам форума есть победители, занимающие первые, вторые, третьи места. Да. Что-то дает вот это вот призовое место для тех же школьников при поступлении, допустим, в вуз? Так, значит, третий год уже стабильно. Наш форум, именно научно-практическая конференция, входит в перечень мероприятий, Министерства просвещения Российской Федерации, который дает для поступления дополнительные баллы. Да, и мы привлекаем и школьников уже второй год, да, и наших студентов. И даже третий год у нас участвуют дошкольники в конкурсе медиа, конкурс с профессиями. То есть детские да, сады? детские сады. В прошлом году у нас девочка 3 лет выиграла с города Нерюнгри. Трехлетняя? Трехлетняя девочка, которая рассказывала про профессию медицинской сестры. Ничего себе. Вот это я понимаю, стремление к науке, Анастасия Викторовна. А если говорить о студентах, как у них поменялось отношение к науке, к тому, что вот с этим фундаментальным направлением необходимо, нужно и важно заниматься? По тому количеству, которое у нас нарастает участников, мы понимаем, что есть интерес к науке именно для студентов, среди студентов колледжей и техникумов. Да? Мы стараемся, мы проводим дополнительную работу с самими преподавателями, потому что качество все-таки работы студентов зависит от взаимодействия преподавателей со студентами. Ну вот если говорить, что есть интерес и есть тенденция к тому, что все больше и больше участвуют, какие площадки форума, какие направления наиболее популярны? Ну, допустим, опять же, если брать в разрезе прошлого года, и если есть данные, может быть, и этого, где наибольшее число участников? Так, конференция сама собой, да, потому что она собирает больше 300, это на финале, да. Дополнительно к нему, чтобы попасть на финал, подают заявки более 400 работ, да, то есть определенный отбор относительно вот тех докладов, которые к нам поступают, работа экспертов очень большая. Значит, есть большой интерес по поводу марафона бизнес-идей, когда наши колледжи командами доставляют и студенты предлагают какие-то стартапы свои. И мы знаем, что тот стартап, который был предложен, скажу, в прошлом году, это Якутский технологический техникум сервиса, он сейчас очень достаточно хорошо работает. То есть уже его как бы активно реализуют. А что насчет современных каких-то направлений, допустим, IT-технологий, что-то связанное с управлением дронами? Ну, все, что сейчас популярно, обсуждаемо и актуально. На сегодня у нас есть уже третий год работает конкурс цифровых решений. Объем тот, который начинает работать, очень был маленький. На сегодня где-то участников, в прошлом году было около 20 участников, прошедших на финал. Да? И очень интересная работа была студента Черепчинского агротехнологического колледжа, да, по поводу создания виртуального
виртуальной примерочной. Да? То есть магазин представляет определенную продукцию, сережки, там, колье, возможно, да, и человек, который хочет купить, может примерить его виртуально. Анастасия Викторовна, да, вот я так понимаю, сейчас активно идет процесс регистрации участников. Как можно стать участником форума, что для этого нужно? Чтобы стать участником, надо зайти на наш сайт jposaha.ru, да, нашего института. Там есть определенный раздел «Шаг в будущую профессию». И на сегодня заявки принимаются, кроме научно-практической конференции, она у нас закрыта. И до 25 ноября принимаются заявки на остальные площадки. То есть еще, по крайней мере, время есть, чтобы подать заявку на участие. Да. Я хочу вот еще в заключение спросить, Анастасия Викторовна, сам форум называется «Шаг в будущую профессию». На ваш взгляд, насколько подобные мероприятия действительно вносят вклад, так скажем, в кадровый потенциал, насколько они позволяют ребятам определиться с тем, чем они хотят заниматься в дальнейшем? Ну, мы видели работы даже, которые обучающиеся по специальности пожарная безопасность, они тоже давали тематику учителей начальных классов. То есть здесь мы не говорим о том, что именно по той специальности, которой ребенок обучается, да, можно и по своей специальности, можно и по другим направлениям. То есть здесь мы говорим о талантах, да, о том, чтобы поддержать таланты, о том, чтобы его развивать творчество и притягивать и привлекать обучающихся наших колледжей и техникумов в науку. Но, тем не менее, эта же конференция дает еще и практические навыки какие-то, правильно я понимаю? Ну, форум в целом, Форум да. в целом, да. В целом форум дает очень хорошие практические навыки, умение общаться, умение как бы формировать какие-то определенные сообщества. Это очень большой плюс. И какие-то коммуникативные способности, и не только, да, и практически свои показать, творческую составляющую. И то, что радует, что нашим победителям мы даем рекомендацию «Шаг в будущее», именно в Москву, да, и Санкт-Петербург, «Открой себе ученого». И многие выезжают. В прошлом году было дано 19 рекомендаций «Шаг в будущее» и 14 рекомендаций в «Открой себе ученого». То есть они выезжают, они побеждают, они приходят с победами, и мы за них очень рады. Ну что ж, Анастасия Викторовна, я уверен, что этот форум действительно будет шагом в будущую профессию для всех тех, кто хочет связать себя и с наукой, и с различными другими прикладными профессиями. Уверен, что будет большое число участников, все-таки наука у нас в стране популярна, и молодежь к ней не сбавляет интереса год от года. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.